Постоянные репетиции, премьеры, гастроли. У сотрудников Крымско-татарского театра важная задача – сохранить первозданный колорит народа. Началось все во времена крымских ханов в 14-15 веках. Спектакли ставили во дворцовых двориках. Это стало традицией, которая сохранилась до сегодняшнего дня. Под открытым небом первыми на сцену выходят три колдуна. Рифат Сейтаблаев играет самую злую роль. Актер признается, играть для детей гораздо сложнее, чем для взрослых. Да, к сожалению, детки иногда плачут, иногда, наверное, мы чересчур искренне играем это, я не знаю. Ну, стараемся, чтобы голоса звучали подобрее. Пластика не такая зловещая была, наверное. Это история о калифе, который мечтает о беззаботной жизни. Он наблюдает через окно за танцами аистов и желает быть одним из них. В мир сказки маленьких зрителей окунают артисты именно Крымско-татарского театра. Мероприятия такие проходят у нас достаточно часто. В летний период тоже на открытой площадке, то есть доступно для всех. И для жителей города Бахчисарая, и для приезжих гостей. В XIX веке с помощью Исмаила Гаспринского в Бахчисарае открыли первое здание Крымско-татарского театра. Уже тогда пьесы выбирали абсолютно разные. От крымско-татарских до восточных, от русских до английских классиков. Эту особенность театр сохранил, несмотря даже на полувековую разлуку с родиной. Это первые костюмы из постановки спектакля «Арзы-кыз». Пьеса Юсуфа Булата «Арзы-кыз» – символ возрождения национального театра после изгнания целого народа. Премьера спектакля на родном языке прошла 29 лет назад на сцене возрожденного театра. Сейчас эти костюмы украшают музей. Мы могли снова ощутить вкус своей культуры, когда мы могли по-новому увидеть со сцены вот это богатое наследие, которое осталось от предыдущих поколений. И очень интересно тем, что старшее поколение играло на сцене вместе с молодыми актерами. Сусанна Барабашева работает в Крымско-татарском музыкально-драматическом театре более 20 лет. За это время сыграла более 30 ролей. Одной из ярких стала роль госпожи Журдены в спектакле «Мещанин во дворянстве». На крымско-татарском этот спектакль назывался «Курми Мужзадзикян». Его перевел наш любимый поэт Шакир Селим. В этом спектакле я играла роль госпожи Журден, вот в этом костюме. Главная особенность Национального театра – постановка спектаклей на разных языках. Сегодня здесь представляют спектакли на двух – крымско-татарском и русском. Вот у нас по Николаю Васильевичу, да, Гоголю мы поставили «Женитьбу». Он на двух языках у нас идет. Эвлениум мы называем его на татарском для нашего зрителя и для фестивалей, и «Женитьба» для гастролей. Именно с этим спектаклем театральная труппа отправилась в Оренбург. Результат более чем успешный. Холл театра украшают многочисленные премии и награды. В этом году в стенах Национального театра собрались зрители и деятели культуры из разных регионов страны для участия во Всероссийском театральном марафоне. Это праздник для всех нас, для любителей театра, для деятелей театра и культуры. В честь года театра самая масштабная акция «Эстафета» от города к городу, от региона к региону, от театра к театру. Это всех нас сближает. И мы получаем эмоции, удовольствие от всего этого события. Артисты Крымско-татарского театра привыкли к работе в разных жанрах. Драма, трагедия, сказка. Но есть и те, которые нравятся зрителям больше. Например, комедии. Это колорит крымско-татарский, настолько глубокий. На русском языке есть вещи не сыграешь. То, что можно сыграть на крымско-татарском языке, это крымско-татарский колорит. Это спектакли, где духовно-нравственные ценности, они очень глубокие, они затрагивают, они воспитывают, они учат. На сцене Центра национальной культуры много молодых актеров. Каждый из них вносит большой вклад в развитие народного искусства. Сотрудники театра планируют ставить пьесы не только мировых и народных классиков, а также инсценировать произведения современников. 30 лет – это только начало легендарного пути. Фатиме Сейдаметова, телеканал «Миллет».